Существует много городов, о которых мы мало что знаем. Например, город Ульм, где родился великий ученый Альберт Эйнштейн. В городе Нью-Йорк вырос великий спортсмен Майкл Джордан. А город Дублин – родина королевы красоты Розанны Дэвисон. А это Джарайт-Сити. И мало кто знает, что тут проживают 44 256 великих спортсменов, 63 240 королев красоты и, наконец, 58 292 величайших ученых. Хоть этот город и не самый лучший в мире, но каждый его житель, несмотря ни на что, скажет «Джарайт». Добро пожаловать в Джарайт-Сити. Любой турист, приезжая в новый город, первым делом знакомится с его достопримечательностями. Ведь каждый уважающий себя мегаполис обладает множеством таких мест. Например, Эйфелева башня в Париже или Статуя Свободы в Нью-Йорке. Джарайт-Сити тому не исключение, потому что главной достопримечательностью этого города являются его жители. Итак, дамы и господа, продолжаем наш аукцион. 500 раз, 502, 503, продано! Бишимбиев, поздравляю с четверкой. Следующий лот, последняя пятерка по мировой экономике. Начальная цена 700 совов. Кто больше? 800. 800, хорошо. 1050, на маршрутке поеду. 1050. Я сын ректора. Я сын ректора раз. Я сын ректора два. Я сын ректора три. Продано! Переход на улицу Токтогула разрешен. Ой, еще у тебя спрашивать буду. Ну тебе-то по 2 раза надо повторять. Я не поняла, за мной что, кто-то следит, что ли? Ой, да за тобой максимум 35 человек в Инстаграме следят. Вообще-то их там 97. 97 человек, кому интересны короткие ножки? И короткие у меня ножки. Ой, иди давай, а то в своих калошах 100 лет будешь переходить. Это вообще-то Прада. Это вообще-то Прада. Купила на дурдой и ходишь на венчеле. Ой, молчи, а ты вообще светофор. А ты пустоголовая дура. Стоишь тут и общаешься со светофором. Из всех материалов дела подсудимый Мавлянов Вальнур приговаривается к 10 годам лишения свободы. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Братан, 10 лет много, давай меньше делай. Меньше? По закону 10 лет? Братан, 7. Это что тебе, базар что ли? Мавлян, я сказал 10 лет, значит 10 лет будешь сидеть, понял? Братан, не горячись. И тебе не мне, братан, 8 делай. Ты что, оборзел что ли, Мавлянов? Я же сказал 10 лет! Значит будешь сидеть 10 лет, понял? Я тогда вообще сидеть не буду, понял? Сам сиди здесь. Мавлянов! Мавлянов, иди сюда! Иди сюда! Хорошо, давай! 8 лет! 8 лет будешь сидеть. Уже нет желания. Мавлянов! Иди сюда давай! Что ты себе позволяешь, ты на суде, между прочим? Скотина! Братан, надо было 6 сказать. Надо было! Где ты раньше был? Вот ты и будешь 6 лет сидеть. Давай, садись. Давным-давно жил один король, который все время воевал со своими соседями. Но все-таки, как он ни старался понравиться всем... пап, это же неправда.
Давай тогда Колобка почитаем. Говорящий хлеб, это же смешно. Давай лучше твою сказку. А ты потом уснешь? Да. Ну ладно. Уважаемые избиратели, когда я стану депутатом, я вам обещаю, что мы вычистим всю эту грязь, и мы выстроим новые дороги, по которым будет приятно ездить. И мы создадим все условия, чтобы каждый из вас мог самореализовываться и добиваться успеха. Здрасте, младший лейтенант Акрыбашев. Ой, Такрыбашев? Ой, а еще Хандай, сколько лет, сколько зим. Я вас со школы еще не видел. Ну, наконец-то работу свою нашел. Да. Где литература не пригодилась. Да. Хорошо, что любимый ученик попался мне. Которую вы на второй год оставили? Ну, давай не будем прошлое ворошить, а? Хорошо, давайте. Давайте ваши документы. Дома забыла. Дома? А голову вы дома не забыли, Эдди, а? Голову не забыли. Аптечка есть? Тоже дома забыла. А что мы не смеемся, а? Давайте всем расскажите, пусть все посмеются. Айбек. Что, Айбек, что, Айбек? Между прочим, уже 29 лет, Айбек. Все, давайте, машину на штрафстоянку, Эдди. Давай я тебе денежку дам, а ты новую жезл купишь. Вот так вот, да, Эдди, вот так вот. А еще, я вам расскажу одну историю. Однажды, в 9 классе на экзамене, один ученик предложил учительнице деньги, а она их не взяла. Так вот, Эдди, и я не такой. Давайте деньги. Чем занимаешься? А я переводчицей работаю. А, да ну, а сколько языков знаешь? Ну, достаточно. Круто, круто. Пойдем присядем? Пошли. Пойдем. Парни, привет. Может быть, чуть-чуть подвинетесь, мы тоже присядем. Не дейсің? Кечиресиз балдар, кичине жылып аласыздар, биз да отуруп алалы. Доске бар, малышкаңа алып башка жака ойночу. Любойуң башка жерден репетиция кылчу от души. Пери, пойдем отсюда, они по-любому не поймут. Нет, Ильгиз, подожди, сейчас поймут. Доскелер, силер менен мына адам нормально сүйлөшүп атпайбы? Бул жерде конкретно силер не правсыңар. Же эмне башкача сүйлөшөлү, я? Доске жок, биз просто москамеканы араң тапканбыз өзүбүз. Анан отдельно отурайын деген болчук. В курссиңерби? Мен келечегимди бузуп атасыңар. Мен, может, мына адамга күйөөгө тием. От души түшүнүп койбойсуңарбы, жигиттер? Сразу ошондой скажет этпейсиң. Кел отур. Жылчыр. Жыл берейин, конечно. Ай, Пиря, как у тебя так получилось? Ну, я же 5 лет переводчицей работала. А там ситуации разные бывают. Да и к тому же я в Караджагаче живу. Круто, круто. А я же, кстати, по профессии мерчендайзер. У нас похожие, да, профессии? Да. Хорошо. Сейчас самый лучший инструктор научит, как нужно правильно водить Джаред Сити. Давай, топи. Ты чё остановился? Но здесь же стоп-линия. Чё? Стоп-линия. Как стоп-линия? Дальше надо к перекрестку подъехать. А вдруг кто-нибудь тебя обгонит, перед тобой станет. Будешь второй в очереди, как дурак. Давай смело езжай. Вот этот. Этот нет. Этот тоже нет. Этот нет. Вот этот. Этот нет. И вот этот знак запомни. И все, а остальные не надо. Ну ты что тормозишь, а? Ну ты что просто стоишь посреди дороги? Езжай! Это тёлка, что ли, за рулем? Тёлка, прикинь? Вот эти тёлки сейчас надоели мне, да? Вот они уже водить вообще не умеют. Подождите, ну я же тоже тёлка. Какая ты тёлка? Ты себя в зеркало видела?
ты максимум телочка. Тебе эта телка еще расти и расти. Дай что-то оно, тапи. Ну ты что стоишь? Ну почему ты вот такая? Так, Абдыкалыков, сейчас будем учиться парковаться. А вот свободное место есть. Нет, давай дальше езжай. Там стопудово место лучше есть. Дальше. Так. Аварийки включай. Задний ход. Заняли. Нужно оставить машину здесь. Ну так же нельзя. Можно, если есть волшебная записка. Давай. Оставляй здесь свой номер и прямо вот под дворником. Ну чё нас остановил, а? Машет тут своей палочкой. Короче, с ними самое главное нужно общаться корректно, культурно и не поддаваться провокациям. Поняла? Сейчас сиди, я пообщаюсь с ним. Здравия желаю, старший сержант. Причина остановки! Да вы Я говорю, причина остановки! Да вы проехали Проще общайся, поняла? превышение В скорости. смысле превышение? Еще! Да здесь никто Еще! Еще! Мастер. Главное мастерство здесь, понимаешь? И я им сейчас все объясню. Что да как. Они сами правил не знают толком. Все, жди. Что-то надо. Есть спецотцом? Подождите, а вы что, ничего не объяснили, что ли? Да я им все объяснил. Нормально причем. Я сказал им, вот нет желания сейчас ехать вот туда, вот на почту там, отдавать деньги туда. Понимаешь? Так что, есть спецотцом? Нет, нету. Ладно, сейчас решу. Это руки убрала! И чё, что погону зарол? Что-то надо! Дай 5000! 5000 сам дай, страшно! Найди! Я тут сейчас все порешаю, только 5 штук не хватает. Эң башында, эгерде жаныңда ишенимдүү колдоо болсо, биринчи кадамды жасоо оңой. Эгерде ийгиликке ишенсе, рахат алуу оңой. Ал эми 15 жылдын ичинде эмне өзгөрүшү мүмкүн? Биринчи кадамдар ишенимдүү болуп калды. Кыял ишке ашууга жакындады. Ал эми банк мурдагыдай эле жаныңызда калды. Бай түшүм банкы. Ийгилик ишенген жерде болот. Мне вот так и сказал, представляешь? Сейчас, пожалуйста, секундочку. Дорогие друзья, можно, пожалуйста, буквально минуточку вашего внимания? Дело в том, что сегодня очень важный день для меня. Я хотел бы связать свою жизнь с этой девушкой. Дорогая Айджана, я очень сильно люблю тебя. Мы с тобой через многое прошли вместе, и я думаю, настало время задать самый главный вопрос. Ты выйдешь за меня замуж? Нет. Подожди, чего? Нет. Да, я согласна, дорогая. Я же говорю нет. Но мы же уже говорили об этом, что мы готовы к семейной жизни. Ну, просто это слишком как-то серьезно. Мы не можем просто так взять и пожениться. Ты хороший парень. Но я не думала, что у нас настолько все серьезно. Ты прости, но я не могу. Извините. У человека и так горе, а ты счет протягиваешь.
Опять что, ты наелась? Да, вообще-то классно. Я же говорил, стопудовый вариант. Ну, ты у меня такой гений. Все, байки, можем ехать. 10-й микрорайон, поехали? Ты не верила. Почему ты не веришь? Итак, в 6-м микрорайоне, где дом есть 7 и дом 7А, там враждовали два домкома. Причина очень здесь проста. Все камербетти из 7-го дома бросали мусор прямо им под дверь, а монтебеки им в отместку украли лампочки. Война теперь. Акт 1. У дома номер 7 стоит Ромео и ждет свою любовь Джульетту здесь. О, горе мне, я полюбил Джульетту, когда о ней в подъезде прочитал. Ромео Монтебеки. Метафоры, эпитеты все эти. Тем более я сам их написал. О, горе мне, это запретная любовь. Твой брат, Борец, довел нас до того, что я в кино беру билет на разные ряды. Да что ряды, на разное кино. О, горе мне. Ромео! Джана, мой Ромео! Джульетта Камербетти. Джульетта. Я отпросилась мусор выкинуть тебе в подъезд. Лишь под таким предлогом отпустил меня отец. Джульетта, не говори ни слова. Да, мой Ромео. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Но я сильней. Нет, я сильней. Жму от груди 120 я. А я 140. Ты сильней. Джульетта! Джульетта! Если мой брат тебя увидит, то ярче вспыхнет двух семей переполох. Он больше, чем Бакиева, тебя возненавидит. И на стене напишет, мол, Ромео нехороший человек. Постой, но здесь в рифму больше лох подходит. Тебе видней. Неважно, побежали же скорее. Джульетта! Милая сестра. Тибальт. Нет, друзья, это не опечатка, просто Тибальт реально типок. Вот блин, куда же ты ушла? Нам надо Дурдой сегодня в 5 себе на посещение платья выбирать. Монтебеки были здесь недавно. Этот запах не забуду ни за что. Я в лифт не захожу из-за него. Джульетта! Джульетта! Второй акт. Детская площадка, которую построил депутат, но не прошел на выборах в парламент и после все забрал назад. Походу здесь и будет Рамс. Любовь моя. Как я тебя люблю. Ромео! Руки убери свои! Есть подозрение, что он нас заметил. Ты позабудешь день, когда ты ее встретил. Ромео, должна я убегать. Песень любви о райской птице, что заставляло сердце трепетать. Ну и вообще по жизни, чё да как, ты можешь в Одноклассниках писать. Ну здравствуй, враг падет за нашего Ромео. Если я увижу тебя с сестрой своей, увидишь и не раз. Закрой свой рот, не то твой рот закончу. Ах так? Мыркуцо! Нолды! Мыркуцо! Подруг Мыркуцо! Эй, қандайчы? Ты! Чё? Эй, ты! Эй! Раз так, вдвоем вы начали войну. Мой друг Валера! Я иду! Дядя Валера? Постойте, господа! Но в этой пьесе нет Валеры. А я и не планировал играть. Тут просто ситуация. Вопрос жизни и смерти. Есть у кого-нибудь? Ну, сомов 5. Спасибо. Благодарю. Ой, сейчас иди уже. Эй, да, но все равно я не один. Сейчас я позвоню мента. Ну или ЖКХ. Жилья тебе не дам. Ха-ха-ха-ха. Акт 3, Буйурса последний, всем капец. Все разом умирают. Чисто шекспировский конец. Нет сил моих терпеть. Сейчас же выпью яду. Черт, не взял, обычно ношу рядом. Тогда за Ягуаром. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о бухающих соседях.
самом начале легко сделать первый шаг, если рядом надежная рука. Легко получить удовольствие, если верить в успех. А что может измениться за 15 лет? Первые шаги становятся уверенней, мечта становится ближе, а банк остается по-прежнему рядом. Банк Байтушум. Успех там, где в него верят. Арбаңыздар, урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыздын каада салттары. Үйгө берилген тема боюнча бизге Жусупов жооп берет. Эме агай, кече үйдө той болуп калган эле да. Анан сизге устуканыңызды берейди. Ой, рахмат эй. Той болуп. Ой, рахмат. Азаматсың. 5. Рахмат агай. Үй тапшырмаган жакшы даярдап келипсиң. Агай, уруксатпы? Кодбеков, не кешип келдиң? Эми агай, пара 8'de башталса эл 9-10'го шашпай эле чогулат деп ойлодум да. Анан шашпай эле келдим. Ой, Азамат эй, Азамат. Отур, сага дагы берши. Чоң рахмат агай. Ай, Тогунбаев. Конспект жазып бердиң бе? Ооба. Кана көрсөтчү. Көрдүк бербейсизби биринчи? Ой, Азаматсың. 5. Көргүзбөйлө кой. Рахмат агай. Акча деле жок. Анда эмесе кийинки сөз. Биздин урматтуу, сүйүктүү старостабызга Рыспаев Каныбек деген жигитке сөз берели, Кана бала, келе кой. Даярсың бы? Даярмын. Башта. Келе. Эми мен не дейм агай? Сабагыңыз жакшы өтөрсүн. Ручка менен кармашкан колдорубуз эч качан үзүлбөсүн. Алдыбызда отличниктер басып, артыбызда тынч отуралы дегендей. Кудай кааласа, биздин агай доктор наукту тапшырып, жумуштары жакшы болсун. Рахмат. Кыскасы айткандай, бүт айтылган жана айтылып элек жооптордун баарына кошулам. Кана 10 минут. Рахмат, айтканың келсин. Агай, мындай да. Биз балдар менен чогулуп, кеңешип, анан сизге бир белегибиз бар эле, ошону берип коеюн. Рыспаев! Кем эле койсуң? Рыспаев! Ошонун жаманда Рыспаев. 5. Эми ушун менен сабак аягына келип калды. Менден бир кемчилик болсо кечирип тарынбагыла. Ошо эми бошсуңар? Рахмат. Агай, рахмат. Көрүшкөнчө жакшы аргыла. Эртең кечирген эле. Рахмат, отличник бол. Бактылуу. Ой, соң экен, бол, чоң рахмат. Кызыл дипломду бол. Вот такой он, Джарайт-Сити. Быть может, этот город и не отличается живописностью пейзажей, количеством архитектурных памятников и гладкостью дорог. Отличие этого города от других в одном – в его замечательных людях. Некоторые из них отличаются оптимизмом, некоторые умением находить позитивное во всем, некоторые простой жизнерадостностью. Хоть этот город и не самый лучший в мире, но каждый его житель, несмотря ни на что, скажет «Джарайт». Джарайт-Сити. Это Джарайт-Сити. О-о-о, Джарайт-Сити. О-о-о, Джарайт-Сити. О-о-о, Джарайт-Сити. Джарайт-Сити. Убеган Джарайт-Сити. О-о-о, Джарайт-Сити. О-о-о, Джарайт-Сити. О-о-о.
мой город ритм не теряет, живут как хотят все. И пусть это тебя не удивляет здесь.